он не отвечает угрозой на угрозу. То есть он терпелив, он дает возможность людям, вот, как ситуация с Галковым, допустим, дает до конца возможность людям, да. Мы уже пишемся, если что. Да? Так, ну тогда давайте какую-то отмашку давайте. Не, мы все, мы уже работаем, да, ребят? Я заведено. Сэм Бай на ходу. Здравствуйте, друзья. Я прошу прощения, у меня сегодня немного севший голос, и я, возможно, буду немного шмыгать, но зато у нас классный гость. Это Алексей Фишев, пресс-секретарь главы, актер и журналист. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Как себя чувствуете? Ну, так же, как и вы почти. Не очень, стало быть. Да, не так заметнее. Хорошо, хорошо. Алексей, когда я вам первый раз предложил сделать интервью, вы взяли паузу, и через какое-то время мы с вами опять связались, и вы сказали, что вам было необходимо какое-то время, чтобы подумать, и чтобы какие-то вещи вокруг вас прояснились, да. Прежде всего перед вами самим. Да. Сейчас они прояснились? Но так и есть, что этот процесс, он идет, он постоянный, путь сомнений, путь пытаться найти себя в окружающем пространстве, он постоянный, это нормально. Вот. Да, и сейчас у меня как-то на данном этапе мне есть что сказать. И, пояснить. Да, есть что пояснить. Это так и есть. Вы колебались, когда сюда надо было идти? Сюда? Да, колебался, потому что я понимаю, ну, любое интервью, особенно ваше интервью, это, конечно же, тут надо быть честным, искренним. Ну, всегда надо быть, а здесь... Вам нравится? Что вы думаете про нашу программу? Ну, я скажу прямо, да. Конечно. То есть я понимаю еще как профессионал, то есть, да, то есть я на вашем месте был... Можете почухать нас. Там лет 17 лет. Ну, не чухать, а как бы сказать, что думаю. Позиция интервью в форме допроса, она нивелирует профессию ведущего. А я не ведущий, наверное. Да. Ну, я сейчас... Конечно. Не оправдывайтесь. Не оправдывайтесь. Не буду. Можно я сейчас просто скажу? Конечно. Все. Она немножко нивелирует. Я понимаю, это формат современный, но это немножко... Это упрощение ведущие. То есть мне гораздо интереснее, по крайней мере, наблюдать, да, и раньше было вести, когда ты простыми вопросами не придавливаешь к стенке человека своего героя, а ты выводишь... Раскрываешь его. Раскрываешь его. Я понимаю, о чем вы говорите. И человек сам себя раскрывает, в том числе и негативно и так далее. Окей. А когда ты так к стенке давишь... Я не говорю, это формат, это Нет, нормально. Спасибо за отзыв. Это мое отношение к такому формату. Не к вам, Я понимаю. а к такому формату. Конечно. Он сейчас популярный, современный, ну, и слава богу, пусть он есть. Окей. Жалеете об уходе Савы Ригуса? Нет. Вообще? Нет. Что думаете вообще про Ригуса? Это команда профессионалов, это независимая команда, в которой существуют принципы здравого смысла, где нет понятий каких-то подоплек, камня за пазухой. Все честно. Согласны, что лучший канал в Бурятии это? Знаете, я сейчас в позиции, сейчас скажу согласен, нет. У каждого канала, да, своя жизнь, своя история, своя команда, свои цели и задачи, и самое главное, свои обстоятельства. И каждый в этих обстоятельствах лучший. Я понимаю. Я могу так утверждение, Ригус лучший канал Бурятии, да или нет, Алексей? Вот я скажу да, а вы? Я думаю, Ригусу проще. Он не вертикально не встроен, понимаете, ни в какую структуру. Но вы не отвечаете, лучше он или не лучше. Хорошо. При тех обстоятельствах, которые есть у Аригуса, и насколько он может быть лучше, да, по сравнению с другими телеканалами, он не самый лучший. Не самый лучший. А кто тогда лучше? Он может быть лучше. Кто тогда лучший в этой ситуации? Нет лучших каналов. Нет лучших каналов. Хорошо. У вас шеф был Левантуев, когда вы работали там, правильно? Да. Расскажите, что это за человек вообще, кто не знает. То есть все его знают как ведущего «На ночь глядя». Можете пару слов о нем обозначить, чтобы мы поняли, что это за Он персона? большой человек во всех отношениях. В каких же именно? И визуально, Это я заметил. и его душа, и сердце его гораздо больше, чем он выглядит. И это большой человек. У него большое сердце. Он чувствует человека и дает возможность. Знаете, вот я сейчас столкнулся с такой... Большой сейчас сердце, вы имеете в виду, что он добрый, сострадательный? Он сострадательный, милосердный, добрый, и он дает человеку всегда выбор, дает всегда шанс. Он заключается, знаете, недавно вычитал в Фейсбуке, имея силу дать свободу оставаться самим себе с собой, а другим другими. Я понимаю. Это всегда тяжело. В его обстоятельствах это всегда тяжело, а он это исполняет. Есть что-то такое, чему вы научились у него? Есть, потому что что я учусь сейчас у него именно сейчас, потому что те годы, которые мы были вместе, так скажем, в одной команде с 2005 года, я часто спорил, часто отстаивал свою позицию.
И он никогда не настаивал, да, на этом, никогда ничего не запрещал. Да? Он давал выбор. Хорошо, вот есть ситуация, выбирай. И я выбирал. Все. И действовал так, как считал нужным. Вот недавно у него было день рождения, я к нему пришел и сказал, что... Андрей Петрович, вот 28 февраля. Что подарили? Да, что-то символическое. Я там, я не заморачивался с подарком. Ясно. Дело не в этом. Главное то, что я пытался ему сказать и сказал от души, что он был прав во многом, когда давал вам выбор, он был прав. И я, возможно, делал выбор не тот, который должен был делать, но в тех обстоятельствах, наверное, я делал то, что было. Но он был прав. Можно сказать, что он один из топовых людей в бурятской журналистике? Я считаю, да, потому что он себя не так часто самовыражает, да, но по глубине мышления, по глубине аналитики, когда включается не только мозг, но и сердце, да, когда включается еще эмоция, он очень глубоко мыслит. И мне кажется, он не раскрыт до сегодняшнего дня, в полной мере не раскрыт для всех. Ну, самое на себя не как хочет раскрывать. Ну, это да, это уже может быть. Вообще, можете обозначить топовых журналистов в Бурятии, на ваш взгляд, сейчас? Не только по телеку, но и вообще. Для вас. Ну, да. Я не говорю, чтобы вы там рейтинг составили объективный, вот чисто кто Алексей Фишер нравится. Знаете, что является топовостью? А что для вас? Мне кажется, для каждого это по-разному. Я исключительно с вашей колокольни. Я сейчас общаюсь очень, так скажем, шире и чаще общаюсь по роду деятельности с журналистами. Я вижу в каждом, раскрывая во многих из них личности. Ну да, но вы по-чиновничьи немного говорите все равно. То есть нет, я искренне говорю, личности раскрываю. Но то, что я не знал. Именно о профессиональной теме. Хорошо. Алексей. Что является топовым профессиональной теме, да? Как мне сказать? Кто вам нравится? Ну, слово нравится не то. Ну, вот есть такие журналисты, которых я посмотрю, даже несмотря на материал, просто из-за того, что это сделал этот человек. У вас есть такие люди? Ну, я не знаю, давайте. Если нету, то без проблем нету. Да нет, есть, конечно. Мне нравится глубина аналитики и, опять же, сочетание аналитики и эмоций в Жене Болтатаровой. Мне нравятся те же качества в Стасе Белобородовой, если говорить об этом. Мне нравится сейчас, Оксана Саженова, она, больше редактор, но ее понимание, ее работа нравится. Многие, конечно, я могу сейчас это достаточно. Причем при том, я могу много привести примеров. Будучи журналистом, вам ведь доводилось критиковать власть, правильно? Не только. Не доводилось, а тем и занимался. За что и кого чаще других критиковали? Там целые эпопеи были. То есть и с Геннадием Архиповичем в свое время, и с Александром Михайловичем было всякое, что называется, в профессиональном плане. Эти два человека, им больше всего доставалось от вас, правильно я понимаю? Так получалось, да. Почему так получалось, что Аригус традиционно мэров всегда мочил? Мочил. По-моему, все так говорят. Во-первых, это городской телеканал, это раз, в большей степени, да, сейчас, конечно, границы раскрываются. Второе, проблем в городе гораздо больше, да, чем в республике? С точки зрения, они ближе нам видны для нашей аудитории, это, соответственно, дальше. И есть, точнее, было за что ругать. Было за что ругать, хорошо. Сами что про Галкова думаете, например? У вас есть к нему какая-то личная неприязнь? Александра Михайловича я знаю давно, и, кстати, мы лично с ним знакомы были еще до всего. То есть я через молодежный... До всего это до чего? До его прихода во власть. Вообще. Еще начало 2000-х годов через молодежный художественный театр. Вообще мировой человек, у костра с песней, с гитарой, Анатолий Борисович Баскак, мы как на Байкале, я помню это время. И Голдов тоже там, да? Я про него и говорю, да. И очень было с ним приятно вместе находиться. Душевный человек. Да, очень душевный человек. Потом начался приход во власть, и тут уже испытание власти. Дальше вы вам уже самим судите. Хорошо, а про Айдаева что можете сказать? Доводилось тоже такие душевные вечера проводить с ним? Да, я на заре своей журналистики, будучи еще работая на Пульс-радио, у нас был очень с ним хороший контакт профессиональный. Так. Мы могли с ним закрыться в кабинете на час, на два, записывать. Интервью записывать, все. Я мог позвонить Геннадию Архиповичу: Геннадий Архипович, приходите на эфир, он мог прийти. Выпивать не доводилось вместе? Нет, это нет. Это только профессиональные отношения. В этом отношении, потом я уже пришел на Аригус, уже стал немножко под другим
критическим углом смотреть, и там немножко отношения в профессиональном плане изменились. Но я хочу сказать про Георгия Архиповича, что он как хозяйственник, он все-таки хороший как профессионал. И самое главное его качество, которое отличало уже от его последователя, заключалось в том, что он умел слышать людей. Он понимал, что он не везде и все знает. И окружал себя людьми, да, которым мог делегировать ответственность. Сейчас я ошибусь. Это его сильная сторона. Ошибусь, если скажу, что отношения с ними с обоими у вас подпорчены лично или нет? Да. Подпорчены. Ну, через профессиональное, не лично. Сейчас, допустим, вы с Галковым окажетесь на соседних креслах в самолете, поздороваетесь, будете разговаривать или сделаете вид, что... Ну, тут была такая историческая встреча, когда Александр Михайлович, я сидел в приемной и ждал. В главе надо зайти было. Вот буквально недавно. Недели 2 назад. Да. И тут Александр Михайлович заходит. Это уже было известно, что он уходит, да? Да. Это, уже было известно, что пишет заявление. И он зашел, поздоровались и сидели, такая гробовая тишина, минут 10, наверное. Ни слова никто не сказал. Молчали. Это была историческая встреча для меня лично. Хорошо. Было такое, что критиковали, потому что была заказуха? Нет. Ни разу? Знаете, может, в этом никогда. Никогда у нас не было. Наверное, мы в Оригусе живем в аквариуме. Да? Но в Оригусе же свои интересы есть? Да не было никогда такого. Никогда? Не было. Никогда. Честно. Был такой, Алексей, что охота покритиковать, но руководство канала не разрешает эту персону критиковать? Тоже не было. Ни разу? Не было. Было за всю мою историю работы на Оригусе, наверное, 3 форс-мажорных ситуации. 3. Прям намеренно говорю 3. Да. Я уже не помню, да, где, возможно, были какие-то угрозы и все такое. Но когда... Угрозы от кого? От руководства или от левых людей? Ну, я не знаю, у них там конъюнктура какая там где-то, да, но всегда, я хочу отметить, всегда это было человечески донесено, и это было донесено с извинениями, пониманием ситуации. Но это, говорю, это было 3 случая там лет за 15. Я бывал как-то в режиссерской каморке одного из каналов. У них там прямо висят фотки людей, которых запрещено ставить в эфир. Нет такого. На Оригусе ничего такого никогда не было? Не было. Хорошо. Как думаете, приносили вы пользу, работая журналистом, людям? Да, я приносил пользу. Какую? Тем, что мы реально влияли на решение проблемы, иногда даже не доходили до эфира. Просто звонишь дежурный по городу, Оригус, проблема решается. Вполне понятно. Другой вопрос, что я перешел в другую некую степень или стадию. А сейчас какую приносите? Сейчас я уверен, что я приношу даже гораздо больше пользы, потому что появились гораздо больше возможностей, рычагов, о которых никто не знает, в эфире это об этом не показывают, но когда ты решаешь проблему как конкретного человека, решаешь проблему, там, возможно, влияешь на решение целой сферы. Привести доходчивый пример, когда никто не знает, а вы этот самый рычаг дергаете как раз? Ну, у меня рычаг только один — доверие главы. Когда есть эта проблема, и, возможно, там есть какое-то недопонимание, где-то еще заходишь там, в главе и говоришь свою позицию, и говоришь, что... Глава слушает и решает? Да, слушает и решает. Хорошо. То есть вы убеждены, что польза от вас как от чиновника больше, чем как от журналиста? Да. Зная те обстоятельства, в которых я находился сейчас, вооружившись этими обстоятельствами, гораздо больше. Хорошо. Я все-таки хочу сказать основную вещь. Я говорил намеренно про профессиональные взаимоотношения с теми, кого я критиковал. И в чем моя человеческая неправда была, она заключалась в том, что я перешел от критики к осуждению. Понимаете? Это такая тонкая грань, которую ты не замечаешь. Ты ее раз и перешагнул. Ты переходишь к осуждению. Хорошо. А осуждение — это грех. И здесь уже нет, это лукавство, здесь уже нет правды. Здесь уже есть и субъективность, и есть эмоция. А подавать на огромную массу людей, аудиторию, свое субъективное качество, причем в осуждении, вот тут я уже перестал. Рассуждали? Мы уже персонажи. Галков. Гаалков, Айдаев там. Не по сути их осуждали? Не по сути осуждали их? Я критиковал за дело, но переходил в стадию осуждения. Осуждение для вас что? Когда вы начинали свои оценочные суждения? Да. Оценочные суждения и возможность с переходом на личность. Как вас занесло в Бурятию, Алексей? Я закончил Суворовское училище, я закончил военную академию в космическую в Санкт-Петербурге. Меня сюда отправили служить.
Звездный. Я правильно понимаю, что одна из причин, может быть, основная, из-за чего вы здесь остались, это женщина? Остался. Да, я остался, одна из причин, что я попал сюда, Нет, женщина. остался. Да, я остался тоже женщина, да. Из-за женщины? Я остался здесь в первую очередь из-за, все-таки я не буду лукавить, Да? я остался из-за театра, Угу. молодежного театра. Я ушел из армии в театр. Прям конкретный театр, конкретный коллектив и так далее. И, естественно, рядом со мной была женщина, и это еще больше меня мотивировало здесь остаться. Но я ушел в театр. Но театр больше сыграл здесь. Я ушел в театр, Хорошо, молодежный театр, хорошо. я остался в нем. Вы рассчитываете здесь в Лондоне до конца жизни находиться или рассматриваете вариант? У меня нет планов отсюда уезжать, потому что для меня это, это целый мир, это все мое, и планов нет. Окей. Но то, что я отсюда, возможно, могу уехать, Вы не исключаете этого? да, потому что, когда мне ставил вопрос, слушай, надо, может быть, подумай уехать, я говорю, менять место, от себя не убежишь. Если какое-то дело появится, Я тогда понимаю, да, Алексей. а просто поменять одно место на другое, смысл? Вы родом с Ленинграда, правильно? Я родом с Читы. Вы с Читы родом? Да. Как вы в Ленинграде оказались? Я в Чите, у меня служил отец, там он познакомился с мамой, и я родился, и ровно через 2 месяца, двухмесячно, меня увезли в Германию. В Германию. 5 лет на место службы отца в ГДР. А потом? Потом год на Украине, в Бердичеве. Потом 4 года в Ленинграде. Потом Окей, в 4 школу пошли в года Ленинграде. в Кемерово. Потом вернулся в Питер уже. В Ленинград сначала, Суворовская. Окей. Тяжело было парню, который с запада России, адаптироваться? Я имею в виду, ваше становление прошло там, наверное, больше. Да. Нет, для меня Питер — это моя родина. Вот я Питер считаю. для вас ваша родина. Тяжело было адаптироваться к Бурятии? Нет, проще. Мне здесь было проще, чем там. Почему? Там, в Европе, там более прагматичное, циничное отношение к жизни. А здесь больше духовное, эмоциональное. А я из этого разряда. Я больше человек, чуть эмоции и чувства. Как вы относитесь к бурятскому национализму? Никак. У вас есть какое-то отношение к нему, осуждающее, положительное, отрицательное? Вы вообще чувствуете его? Нет, я не чувствую, но я не имею права как-то оценивать, потому что я не нахожусь в тех обстоятельствах. Вот было с того момента, как вы здесь оказались, когда вы почувствовали на себе какую-то вот такую тему? Вообще ни разу? Был у меня такой, как только приехал в Бурятию. Это было первый и последний раз, когда я... Что это за штука? Что случилось? Что я... И последний. Я приезжал в Улан-Удэ в форме, все так, фуражки. И в трамвае ко мне подошел человек и сказал, что вы здесь делаете. Я так помягче. Товарищ военнослужащий. Не обязательно помягче, Алексей, говорить. Скажите, как было. Не скажу. В смысле, матом было сказано? Да, и так жестко, у меня аж чуть глаз не выпал, я не понял, что это было, все. И все, больше у меня никогда. Больше ничего такого не было. Вы вообще замечаете такое явление в обществе, как бурятский национализм здесь? Нет, не замечаю. Не замечаете? Я не исключаю его, потому что, говорю, не мне судить. Но вы сами с ним ни разу не сталкивались? Но я просто не сталкивался. Я не хочу идеализировать ситуацию. Не хочу, ни в коем случае. Потому что любая идеализация ситуации, это не объективная ситуация. Надо видеть это. Просто мне сложно судить. Хорошо. Хорошо, если так дальше раздвинуть тему. У меня теща бурятка, жена метиска. У меня полбурятии родственников. Я куда ни поеду, у меня в Тунке родственники адушеевские, в Баргузине. Нет, это же не исключает вопрос национализма. Это не исключает. Просто я так, чтобы открыть картину. То есть в моих детях четверть крови бурятской. Окей, хорошо. То есть, это тоже ни о чем не говорит. Вообще ничего. Просто, чтобы для фактажа, то есть, понимали. Окей. Вы уже год пресс-секретарь главы? Да, год. Да. Чуть больше. Сколько себе по 10-бальной шкале поставите, как пресс-секретарю за это время? Как пресс-секретарь? Не знаю. 2. Что, реально, что ли? 2 из 10? Как пресс-секретарь я не выполняю те функции, как пресс-секретарь. Хорошо, как советник, Алексей. Как советник, наверное. Вам, наверное, себя больше как советника нравится воспринимать, чем как пресс-секретаря? Как у вас вообще должность по бумагам называется? Пресс-секретарь в скобках советник. Советник. Скорее всего, вы как советник себя больше... Да, я больше позиционирую себя как советник. Как советник. Потому что пресс-секретарь как-то... Унизительно для вас? Да нет. Не унизительно? Я должен транслировать, а я транслирую мало. Сами заметите. Да. Я, как мне говорят, как Песков. Да? Как Песков.
Песков чаще, чем я транслирует позиции. Окей, Я хорошо. реже. Хорошо. Ну, кстати, Двоечку как пресс-секретарю, как советнику, сколько тогда? ну, наверное, 4 это... 4 из 10. Да, ну, я как бы... Вы Я вместо скромности. Да нет, я адекватно, потому что я понимаю, что надо еще идти, и года мало. И как пресс-секретарь я сейчас буду больше, ну, уже... Вот этот год, мне надо было понять вообще, в чем тут дело, потому что вообще, что и как здесь. И вот этот год прошел не зря, я понимаю, поэтому я сейчас как пресс-секретарь буду... Как вообще попали туда? Ну, я вначале рассказал эту предысторию, поступило предложение, я думал, где-то месяца 2. Цыганов сам на вас вышел? Нет, вышел не он, вышли другие люди. А кто вышел? Вышла Ирина Доржиева, это председатель комитета информационной политики. Вот. А потом меня, была вообще встреча с главой, и где мы поговорили. Я шел туда отказываться. То есть меня за полгода до этой встречи меня Александр Михайлович Голков звал. К себе? Да. Вот. Я шел к нему честно, тоже мы дважды общались. А почему вы хотели отказаться от Саяновского предложения? Ну, вот это понимание, что, опять же, как я и власть. Ну, и, соответственно, мне это было тяжело принять. Поэтому я пришел, сказал все, что думал. Как он убедил? Да никак не убеждал, я просто сказал все, что думал. Это выбор теперь не мой, это выбор его. Потому что после того, что я наговорил, невозможно сказать, слушай, давай вместе работать. Я себе не мог себе это представить. Так. Вышел спокойно, счастливый, думал, дело сделал, дальше буду работать. Все хорошо, а потом звонок, что давай работать. От него? И вот это, да, то есть после всего, что я сказал, слова «давай работать», вот это меня вот больше, значит, да, это тот путь. То есть то, что вы наговорили человеку много неприятных вещей, а он, несмотря на это, хочет с вами работать. Да. Это вас убедило? Меня вот это убедило. Хорошо. Я правильно понимаю, что ваша работа еще и в том, чтобы про главу писали хорошо, а плохо не писали? Нет, ни в коем случае. Я категорически настаиваю вот этой позиционирования. Да. Это не так? Это вы не в этом так. не видите свою работу? Я вижу... То есть если про главу пишут плохо, значит ли, что вы плохо свою работу делаете? Да... И напротив, если про главу пишут хорошо, значит ли, что Алексей Фишев хорошо работает? Если что-то пишут плохо, значит, надо искать причины и решать их. Но я не видел, чтобы про главу писали плохо. Я не считаю... Вы просто не все читаете, наверное. Да нет, я не читаю в соцсетях вот эти очень эмоциональные, там, непонятные... Я не считаю это какой-то позицией, да, позицией одного человека. Который, я просто в соцсети не говорил. Да, допустим, да. Есть какие-то решения, с которыми не согласны, да, еще что-то. И если эти решения есть, значит, надо, первое, убеждать людей в этом, а второе, надо искать причины, а где что не так. И надо... Тут, видите, есть такая классическая фраза: нет решения, нет пиара, да? Надо искать решение. Хорошо. Решение. Вы ведь со всеми СМИ почти общаетесь по долгу службы, правильно? Ну, да. Как вы думаете, какое СМИ наиболее лояльно к вам? Если бы ГТК, конечно, считать. Те СМИ, которые встроены в некие вертикали, то есть имеют собственников, да, получается, это БГТК и ТВ. БГТК, ТВ, Телеком, да, если говорить про наиболее администрацию города, да. Но они не могут себе позволить там, в смысле, выходить в некую оппозицию. Они изначально не оппозиция. Я понимаю. Поэтому это их обстоятельства, в которых понимаю. они существуют объективно, честно, насколько это возможно. Алексей, да, и я считаю, что они максимально это делают, и там препонов особо нет таких. А другие, которые структурно не входят, они... Есть ли СМИ, которые не лояльны к вам? Я не знаю, что такое понятие лояльно-нелояльно. Если он критикует, это не значит, что он не лояльный. Он лояльный к нам, потому что, значит, надо искать, в чем проблема-то. Лояльный, я в смысле верности, которые в самом прямом смысле этого слова. Знаете, вот я тоже, когда был журналистом, да, я смотрел, на власть в целом. Власть же это не только чиновники, это же элита, это бизнес, там, депутаты, это те же СМИ, это же общество, да. То есть я смотрел как на черное-белое. Да? Есть плохо, есть хорошо. Да? Это плохо. Поэтому с этой точки зрения, как вы говорите, черное-белое, там нет Я не такого. говорю черное-белое, я говорю, что есть ли какие-то СМИ, которые имеют нелояльную позицию по отношению к вам, к
главе и к правительству. Профессиональные СМИ никогда не должны быть лояльны к кому-то. Да? Но есть ли у нас такие? В том числе и те, которые встроены в В структуру. том-то и дело, может быть, если есть, то можно ли их тогда назвать? То есть мы знаем, что, вот, допустим, как вот вы раньше сказали, АТВ или БГТК это стопудово лояльные СМИ, потому что... Нет, почему? Не так. Они встроены, это их обстоятельства, в которых они существуют, да? Но я наоборот, я смотрю АТВ материалы, да, они критикуют правительство. Ну, И эти материалы есть, и их много. и в то же время они лояльные, правда? Иное критикуют. Я не хочу сказать, что... Профессиональные СМИ, вы хотите сказать, нет, те, которые обслуживают власть, в этом лояльность, что ли? Так, ну давайте с этой стороны попробуем зайти, да? Таких нет. Таких нет. Таких нет. В моем понимании нет. Хорошо. А вообще, как вы думаете, есть за что Сиденова критиковать объективно? Критиковать за его решение или за Вообще за его профессиональную деятельность? За профессиональную деятельность? Видите, тут опять же надо смотреть, черного-белого нет. Есть ситуации, обстоятельства, да, в которых ты принимаешь решения. У такого масштаба, да, деятельности, да, когда у тебя твои решения, соответственно, они не могут нравиться всем. Конечно. И, соответственно, те, кому не нравится, они критикуют. Да? Но здесь всегда есть выбор, да, что ты должен решать проблему, менять что-то для того, чтобы сделать лучше. Да? И, соответственно, даже не знаю, как сказать, как это объяснить. Ой. Ну, вот было такое, Алексей, что критиковали и вы брали эту заметку и делали из этого какие-то выводы? Были, когда критиковали, мы встречались, мы выясняли, обсуждали, в чем проблема, давали информацию. Со многим, если говорить какие-то решения, можно даже и соглашаться было. Например? И решения менялись. Типа? Ну, я сейчас не могу привести примеры. Решения менялись, допустим, какие-то. Там, где было зерно, которое надо было менять. Ясно. Про вас можно, Алексей, сказать, что вы человек Цыденова? Я без плохого подтекста говорю. Я человек Цыденова, потому что единственный мой ресурс, который у меня есть, это его доверие. И я ему доверяю. То есть, я надеюсь, он мне доверяет. То есть мы существуем в формате единомышленников. И я человек Цыденова, потому что я ему верю. И я верю в него. Если по каким-то обстоятельствам он уйдет, вы вместе с ним уйдете, правильно? Да, я там нахожусь не потому, что там быть во власти. Главная причина, то есть, это вера в него. Как шеф он хороший? Да, он мудрый человек. Он не человек крайности. В чем эта мудрость выражается для вас? Зачастую я прихожу к нему иногда с какой-то крайностью, да, там. Типа? Ну вот у меня было недавно, вот, да, я говорю, почему я общаюсь, да, вот, допустим, с журналистами, которые критикуют, я общаюсь с общественностью, которая критикует, да, я нахожу с ними общий язык, мы понимаем друг друга. Мне проще, да, разговаривать гораздо. Но когда я начинаю разговаривать с каким-то чиновником, да, он меня не понимает. Ну почему так? И он дал такой ответ, достаточно мудрый, что пойми, говорит, ты был в тех обстоятельствах, да, и теперь ты знаешь эти обстоятельства. А чиновники существовали только в этих обстоятельствах. И поэтому мне-то проще это, мне понять, а им сложнее. И мне это стало понятнее, то есть моя некая эмоция она ушла, и я понимаю, как я должен доносить до чиновников эту позицию. Окей. Как шеф он от Левантуева сильно отличается? Да, это разные люди. В чем самая большая разница? Цыденов берет на себя ответственность. Левантуев не берет? Он всегда давал выбор. Понятно. Это тоже, это другая немножко крайность. Хорошо. Это хорошо давать выбор, но это значит, ты немножко уходишь от ответственности. Вы материтесь? Нет. У меня, это единственное мое вообще, вот все, что у меня есть из моего чистого такого, да, нетронутого, я ни разу в жизни не произнес матерного слова. Вообще ни разу в жизни? Ни разу. Ну вы знаете же все их прекрасно? А? Вы их все прекрасно ведь знаете, эти слова? У меня в голове они не сидят. Ну, то есть, если я сейчас если я начну материться, для вас же это будут не новые слова, правильно? Конечно, не новые. Не новые. Просто у меня некоторые моменты были, когда там ты в эмоцию уходишь, начинаешь там ругаться, всякое в жизни бывает.
и люди стоят, слушают. Такое ощущение, что ты матерился, но ни одного слова матерного не сказал. Вы водите машину? Да. Когда стрессовая ситуация, какое слово обычно вылетает из вас? Не знаю. Блин. Блин. Да. Блин. Хорошо. Хорошо. Цыденов матерится? Нет, я не слышал его. Ни разу. Я не знаю, матерится он или нет, но я не слышал его маты вот, вообще. В близком кругу не матерится, на совещаниях не матерится. Вам неприятно материться, потому что... Почему? Я никогда не матерился просто. Я вдруг понял в какой-то момент, особенно в Суворовское училище, когда закончил, а там коллектив такой мужской, там все на матах. Вот. Я вдруг понял, что я не матерюсь. И решил, не буду материться. И не матерюсь. Хорошо, хорошо, хорошо. Что случится, если какая-нибудь матом ругаетесь? Я не ругнусь. Вы пойдете в своих глазах? Я не ругнусь. Вы не ругаетесь. Хорошо, хорошо. Вы 76-го года, правильно? Да. И глава 76-го. Да. Вы друг с Он другом... Алексей, я Алексей. На вы? Он с Щетинской области, я с На Щетинской вы или на области. ты общаетесь? На вы, конечно, я не позволяю себе на ты. И Он со мной на ты. О, Ну, это нормально. это с самого начала так повелось? Или он Да. потом в какой-то момент перешел на ты? Или первый раз вы увиделись, он уже был на ты? Сразу на ты, да. А что вам мешает перейти с ним на ты? Ну, надо соблюдать некую, во-первых, Ну, дистанцию. вы советники. Советник — это весьма близкий человек. Нет, надо соблюдать дистанцию, потому что надо... Это сокращение дистанции. Кому пойдет на вред, если вы перейдете на ты с ним? Если пойдет? Кому на вред? Да всем пройдет на вред. И ему, и мне. Почему? Понимаете, я даже при всей возможности сократить дистанцию, а возможности такие есть, да? А я не думаю, что вам надо сокращать. То есть Нет, есть такие. Я наоборот... Вы можете сократить, если захотите. Я могу, да. И он даст сократить ее. Да, да. Но я сам дистанцируюсь. Потому что это некие такие правила игры, их надо соблюдать. Потому что когда ты переходишь на ты опять же берешь на себя гораздо больше ответственности. Конечно. Вот. Он на себя взял эта ответственность будет мешать. Окей, я понимаю. В данном случае в решении. Он прислушивается к вашему мнению Да. по любым вопросам? Но он прислушивается. Да, Вы высказываете это мнение, когда считаете нужным, или только когда он спросит? когда считаю нужным. Вы можете, допустим, привести пример, когда вы высказали свое мнение, и это самым непосредственным образом повлияло на что-либо? Ну, тут все не скажешь, конечно. Ну, это касается не только меня, там, но... Последнее, когда он думал так, и спросил: Алексей, а ты что думаешь? Вы сказали так-то, и Цыденов прислушался. Такие закрытые темы, которые касаются, не только меня, если бы касалось только меня, да, и его, это было бы одно, а там в этом контуре, Типа вы подставите людей. Да, я как бы не Проблем хочу делать Не хотите? это. Без проблем, Алексей. Может, сейчас вспомню что-нибудь такое, что можно сказать. Вы задавайте вопрос, я вспомню. Ладно, поехали дальше. Я, когда на Ригус иногда по делам прихожу, когда вы там еще работали, я частенько, когда подхожу к дому журналиста, как он называется, правильно? Дом печати. Дом печати. И частенько доводилось видеть вашу фигуру. Вы стояли с грустными глазами и курили. Да, я курю. Это плохо. Это плохо, что вы считаете? Да, я... Как начали? Я в Суворовском училище начал еще. Для чего? Да, не знаю, несчастная любовь, там, как обычно. Вас девушка кинула, и вы начали курить? Что-то наподобие такого. Да. Что вам дает курево? Я сейчас расскажу так это. У меня есть свое понимание к этому делу. Только не очень долго. Да что ж такое? Ну ладно, хорошо. Я раньше пил, а теперь не пью. Пил в смысле бухал или выпивал? Выпивал, выпивал, да. Бухать не доводилось? В запое, что ли? Типа по 2 дня квасить. Нет, я не запой. В одного? В одного было, какое-нибудь там пиво, там что-нибудь такое легкое. Типа телек посмотреть, пивка попить. Такого, чтобы пузырь взять и в одного. Не, пузырь взять нет, не было такого. Вот, и где-то я еще, будучи на Рибусе работал, я уже это так вот. Сейчас только, может, вина там сухого, иногда, когда за компанию. Вот, потом я мясо перестал есть. Как давно? Тоже года полтора еще, будучи журналистом. По этическим соображениям? Нет, просто отрубил и все. И не могу бросить курить. Я пришел к вере.
То есть я стал... Я понял, уверовали. Уверовали, да. И я молюсь, в церковь хожу. И это связано с этими изменениями. И почему для меня... Вы про мясо говорите или про что? Или про выпивку? И про выпивку, и про мясо. И про мясо, сигареты? Не могу бросить. И в этом проблема, потому что курение – это большой грех. А что такое грех? Да, грех – это это олицетворение, ну, это слабость. Там много, оно сочетает в себе много Мы сейчас грехов. про православный грех говорим, да, правильно? да. Оно сочетает в себе много грехов, то есть и чревоугодие, и да, но гордыня. среди этих заповедей я про табак не помню ничего. А? Что? Ну, говорю, среди заповедей про табак ничего не сказано. Чревоугодие есть, то есть когда Табак – это чревоугодие. Ну, все, что ты потребляешь в себе в неуемных количествах, это уже есть чревоугодие. Когда ты куришь одну за одной сигаретой, чревоугодие. Okay. Вот. И, соответственно, мне вот этот грех мешает по жизни. Я буду бросать курить. Я брошу. Когда? Потому что это слабость. Сейчас Великий пост начнется, и все, я... То есть, правильно я понимаю, что если мы с вами в июне встретимся, то вы уже не будете курить? Да. Хорошо. У меня вариантов нет. Как скажете? Хотя надо, ладно. Грустно. А почему, Алексей, грустно? Ну, слабость это. Курение – это слабость. А мне кажется, если вы курите, значит, вы получаете удовольствие от этого. Получаю не я удовольствие, А кто? а темная часть меня. Но это тоже вы, Алексей. Почему вы не принимаете эту часть как часть себя? И темная, она весьма условна. При других обстоятельствах она не темная. Темная – это вот мы делим, что это у нас темное, это светлое. Мне кажется, природа не знает, и Бог не знает темного и светлого. Не, надо стремиться к свету, насколько это возможно. У меня есть выбор, свобода воли. Ты выбираешь между светом и темнотой. Да. Выбор бесконечный. Как и Левантуев дает нам свободу выбора. Да. Хорошо. У вас вообще богатый внутренний мир, как вы считаете? К сожалению, да. Почему, к сожалению? Слишком богатый. Реально. Да. Это тяжело. Когда вы последний раз плакали? На исповеди. От чего? Что заставило вас плакать? Признание греха. Прямо какой-то тяжкий грех? Или... Да. Ну, для меня любой грех, он тяжкий. Есть какие-то тяжкие грехи, которые вы могли бы сейчас озвучить? То есть о какой тяжести там говорим? Это же ведь не убийство там? Ну, что для вас тяжкий грех? Предательство. Доводилось предавать? Давно было такое. В детстве еще. В подростковом периоде. Было такое. И я правильно понимаю, что это подростковое предательство до сих пор вас гложет? Да, ну исповедь помогла. Исповедь помогла. В Суворовском училище что случилось? Да нет, еще до, наверное. До, наверное. В смысле, как можно предать человека в таком возрасте, что вам до сих пор плохо из-за этого? Ну вот так. Ну, типа, это вы девушка была это или парень? Не, друзья свои. Типа в беде оставили, что ли? Да, да, да. Там все живы остались? Да, да, да. Было такое. Слабость проявил. И всю жизнь она вот идет с тобой. Это реально на всю жизнь груз был для вас? Да. Вы не могли бы немножко обстоятельства обозначить? Просто, блин. Да там просто было, там ничего сложного нет, просто мы... Ну, драка была, а я не вступился. Вам 30... Мне было лет 12 тогда, я не вступился. 30 лет почти прошло. Ну, да. Это самое тяжкое, что вы по жизни сделали? Для вас, с вашей точки с позиции? Предательство самое тяжкое. А предательство это когда что? Это когда человек на тебя рассчитывает, а ты ему... Это вот тогда, да? Окей. И человек, когда тебе верит в тебя и верит тебе, а ты предаешь. Хорошо, хорошо. Вы слушаете музычку? Не так часто. Слушаю дочь свою сейчас чаще. Она, да, я слышал. Она меня удивила, ну серьезно. Она все скрывает, ничего не говорит. Потом бац, я в соцсетях слушаю это. И я мне аж это... Я в машине включаю, как-то там... Мне нравится. I can't figure it out in myself, all mixed up. Я вообще как в тумане, короче, жестко. Видно? Да, конечно, я, знаете, как вот... Я понимаю, когда я не могу конкретно ответить, тут по СМИ мне задаете, да?
Я не смог точно ответить, конечно. Я понимаю точно, я не сформулировал. Вы похожи на чиновника в этот момент, Алексей. Да, я знаю. Я понимаю, что я не убедителен был в этом. Но я не могу сформулировать эту мысль. Вы боитесь, что вы кому-то не понравитесь, что ли? Типа... Вот я сейчас пришел вот без этого, вот никому-то не понравится. Вот серьезно, я вот пришел вот как есть. Но мне проще про себя говорить, чем, да, здесь ответственность перед другими. Но вот какой еще вопрос? Мне надо все-таки понять. Я знаю ответ, но я не могу его сформулировать. Вы говорите, что есть лояльные, да, и есть... Ну да, типа так, когда... Есть, которые... Когда ранее ТВ, допустим, мочил Голкова. И есть нелояльные. Это не лояльные, для меня, например. Да. Ранее ТВ и Голков. Или лояльные БГТРК и любой глава. Ну вот хорошо. Вот я сейчас попытаюсь структурно объяснить, да. Существуют профессиональные СМИ. Профессионально вы имеете в виду, что они зарабатывают этим деньги или что они очень хорошо выполняют свою работу? Они выполняют хорошо свою работу. У них есть правила этики и так далее, 5-10. А есть структуры, так назовем их, да, которые тоже могут под вывеской СМИ быть, это типа... которые используют один и тот же медиаинструмент, только в разных целях. Одни используют для войны, да, а другие используют, профессионально. И получается, что... Пример первого – это типа БГТРК профессиональная, к примеру. Можно же отнести? БГТРК профессионально. Да. А, допустим, газета РБ – это вот второй, по-вашему, да, к примеру? Давайте так разделим, да. То есть инструмент один и тот же, а используют как топор. Можно им убить, а можно рубить. Вот. Но критика не подразумевает, что ты кого-то убиваешь. Вот как раз критика, осуждение. Критика и осуждение. Вот осуждение – это война, а критика – это нормально. И если критикуют, и есть за что критиковать, то это нормально. Для меня яркий пример. Когда я спрашивал вас про СМИ, вы могли бы дальше сказать, газета РБ нелояльная или, к примеру, там, кто там, любое другое. Но вы вместо этого начали рассуждать про... Да. И поэтому... Допустим, номер один для меня это профессионально. Они критикуют жестко. Но за их критикой стоит некая, факты, да, позиция, понимание. Хорошо, газета РБ это эмоция, это орудие в чьих-то руках, которые используются в определенных целях. Если так вот сказать, давайте я так признаю. Да. Если можно, было бы круто, если бы мы в дальнейшем могли бы позволить себе такие... Давайте так, да. Хорошо. Алексей, каких вы политических взглядов? Я себя всегда позиционировал, и, в принципе, либерал. Либеральные ценности для меня важны. Другой вопрос, что я вкладываю в это, и что вкладывают другие в понятие либеральной ценности. Это другой вопрос. То, что, как я понимаю, либеральные ценности, Вы ходите на выборы? Хожу, да. Не всегда получалось, но хожу. Вас заботит имидж вообще Республики Бурятия или по большей части имидж главы? Нет. Имидж Республики Бурятия. То есть имидж... У меня нет имиджа главы, там заботить. То есть вы заинтересованы, допустим, чтобы за пределами Бурятии у нее был привлекательный образ? У нее, в смысле, у Бурятии? Конечно. Вы, допустим, поддерживаете, не знаю, что в пример привести? Что? Помните парень, который выступил с обвинениями в адрес Аллы Михеевой? После того, как она потушила благовоние. Да. Ага. Поддерживаете его? Нет, это осуждение. Почему никто его не осудил, этого человека? Парня? Да, этого парня. Да, осуждают там все подряд. Понятно, но это все, типа, там в Фейсбуке кто-то сидит, там что-то строчит. Вот вы, как представитель власти, почему не высказали свою позицию тогда? Это его мнение. Там очень много позиций. В смысле, он имеет на него право. Все. Он сказал одно мнение, тот сказал другое мнение. За что? Что там такого, я не понимаю. Для кучи людей... его это оскорбило, он имеет на это право. Но получилось так, что он представил всю Бурятию, и, потом, я думаю, там вся Россия ржала после этого над нашей республикой, нет? Нет, мы живем в стране, в которой каждый имеет право высказать все, что считает нужным. Есть ресурс соцсетей. Каждый это говорит. Соответственно, в данном случае, есть ответственность человека за сказанное. Я не вижу здесь кого-то опровергать и так далее. Без проблем, Алексей. Можно немножко за быт поговорить, за ваш, я имею в виду, за рабочий быт. Где у вас кабинет находится?
4-й этаж, 404 кабинет. Причем я когда пришел и узнал, что на 404 кабинет, в интернете это системный сбой. Да, Эров Я думал, 404. как символично. А у главы какой номер кабинета? А у него просто табличка висит. Далеко от вашего? Ну, я не видел номер. В соседнем крыле. В соседнем крыле. Вы вместе ходите с ним на обед? Нет, нет. Как вы где обедаете вы? Я почти не ем. Ну, серьезно. А он где ест? А когда как придется, иногда приносят к нему, ну, со столовой. Иногда где-то по дороге, там как. Ясно. Чуть нога затекла. Ну, Можете присесть, как вам удобно. тут вариантов нет. Окей. Не, я имею в виду, можно ноги же вот так поставить как-то, или скрестить их по-турецки, как я, например. Когда вы летаете, вы бизнесом летаете? Я-то головой? нет. Нет, я имею в виду ваши поездки с головой куда-нибудь. Ну, бизнес, когда есть возможность бизнесом, когда нет возможности, он летает. Он летает экономом. Да, надо, на Победе улетит. Он летал на Победе экономом. На Победе не знаю, но мы летали лоукостером тоже. Где вы летали лоукостером? То ли во Владик летели, то ли что там. И он в общем салоне слетел. Лоукостер был в общем салоне. С обычными людьми. Хорошо. По поездкам в республике вы же тоже его сопровождаете? Да. В одной машине ездите? Когда как? Ну, я стараюсь ездить с журналистами, потому что могу ездить, если надо, и в сопровождении, либо в одной машине, если надо переговорить. А так в основном с журналистами. То есть мне надо дать возможность журналистам. Ну, Окей, я понимаю. Вот глава, когда ездит, знаете, там есть такая тема, типа он приезжает в какой-нибудь район, и там начинается вся эта муть, там с ходаками, творческие коллективы и вся эта фигня. Вот смотрите, это не муть. Вот опять же, кстати, смотрите, знаете, здесь такая тема, постараюсь быстро, да, как вы просите. То есть люди, да, искренне встречаются человека. Я понимаю, зачем ему это? Ему это не надо. Почему тогда ему не отменить? Это же, черт возьми, бюджетные деньги тратятся на... Зачем? Ему не... Вот эти встречи в районах, которые, да, вот в смысле вот на границе района, они до сих пор их продолжаются. сейчас отменили. Их сейчас отменили. То есть сейчас его никто хлеб солью нигде не встречает? Там, ну, может быть, какие-то элементы мелкие. Раньше там было там помасштабнее, да. Но их как бы их не должно быть. Но когда встречают, вот приезжаешь там в село, да, ну, и реально люди в селе встречают. Нет, село черт с ним, я встречаешь, приходишь в школу, да. И, понимаете, это людям важно, не ему, это людям важно. Хорошо. Я имел про ту практику в виду, когда на границе района стоит делегация. Это все, этого нет. Покончено с этим. Да, это если только когда, ну, что-то в каких-то минимальных. Ну, и здесь надо понять людей. Они встречают, это их желание. Их желание поехать на границу района куда-то там в степь и на морозе стоять. В том числе, да. В том числе есть такое желание. Ну, говорю, сейчас все это масштабное, все это уже... Главе нравится это? Нет. Не нравится. Хорошо. Бывает, что вам приходится почищать за шефом, типа он сказал, что-то не то ляпнул, а потом вам разгребать такое? Нет, такого не было. Такого, ну, в моей практике не было. Хотя это, в принципе, может быть возможно, потому что обстоятельства бывают разные. Мне вот два случая пришло на ум. Помните, когда, типа, что же было-то? Когда повысили пенсионный возраст, и глава сказал, что, типа, ну, он от души говорил, и, наверное, потому что, как вы говорили, что он придерживается такой честной, открытой политики, он сказал, что, типа, я не берусь за правильность цитаты, но мысль была, что, типа, мне все равно, мне еще далеко до пенсии. В чем вопрос? Вопрос в том, что, когда Цыденов это сказал, у вас не было мысли где-то это почистить? Нет, не было. Вы помните же эту фразу его? Да, помню. Или был случай не так давно насчет обысков, которые у него были, видимо, там еще по Минтранспортской теме. Ну, он сам про это рассказал. Про эту тему. Это пошло или не пошло по телеку? Про эти обыски? Пошло. Это было, да? Пошло, да? Окей, хорошо. Все тайное становится явным. Окей. У вас вообще есть какие-то инструменты воздействия на СМИ? Лично у меня нет. Только убеждение, общение, коммуникация. Окей. Я правильно понимаю, что сейчас практика заключается в том, что за каждый сюжет, который делается про главу или правительство, СМИ получают деньги? Нет, есть система контрактов. Там получают деньги, ну, то есть контракты, и в этих контрактах отрабатывают. Но они же бесплатно просто так не ходят туда снимать к вам?
иногда могут ходить, все зависит от события. То есть, если события для них интересные и важные, могут прийти. Но согласитесь, что подавляющая, большая, значительная часть сюжетов, которые снимаются про правительство и главу, это платное в рамках контрактов. Возможно, я не отвечаю за контракты. Это отвечает информационный комитет, чтобы вы понимали. И, скорее всего, так. Но там платится за информационное обеспечение. Вы представляете себе, о каких суммах идет речь, какие деньги тратятся на эти Я не знаю, контракты? вот Вообще не честно. знаете? Я туда не лезу, и мне это... Я не знаю, серьезно, честно. Но там счет на миллионы ведь идет. Ну, вот сейчас обсуждали, вот сейчас вот обсуждали мы вот с некоторыми СМИ, обсуждали тему того, что вот в Хурале кричат, что огромные деньги там тратят на вас. На освещение деятельности. На освещение деятельности, вообще все такое. И вот мне один из владельцев СМИ говорит: слушай, нам платят, условно говоря, да, так сказал, нам платят 1 миллион в год, да? Видимо, не очень большие СМИ. Владельец, нет, большое СМИ. Телек. АТВ? Нет. Так, скорее всего, это был не Левантуев. Ладно. Все, кому надо, тот понял. Тут уже как бы не моя, я не могу представлять. Про себя-то все что угодно. Нам платят, говорит, 1 миллион в год. Да? У нас зарплата в месяц 2,5 миллиона. Почему вы говорите, что для нас, что мы живем на этих контрактах, когда этот 1 миллион в год – это половина зарплаты в месяц? Вот, пожалуйста. Да нет, я не говорю, вопрос как бы не об этом. Таких же ведь много всяких разных СМИ, которым платят по 1 миллиону. И я не пытаюсь осуждать или сказать, что это плохо, что правительство не должно тратить, но вы можете, допустим, доходчиво объяснить, почему налогоплательщики должны платить свои деньги за то, чтобы про главу что-то рассказывали в положительном свете? Это информационное обеспечение. То есть, я, в принципе, я с вами согласен. Зачем контракты? Я думаю, что если что-то стоящее, то люди сами придут и снимут. Да, я в этом плане... Зачем тогда там спускать кучу миллионов, чтобы... Но вы поймите, это же платят не про освещение, в смысле там главы, да, а это информирование населения о принятых решениях. Понимаешь? И вот если бы СМИ ходили бы и говорили про эти принятые решения бесплатно, да, условно говоря, то было бы здорово. Но бесплатно это скучно, кто будет смотреть? Да, это принятые решения, конкретные принятые решения. Все равно я не удовлетворен ответом. Разъясняют людям, что, где, почему и как. Хорошо. Это же не сюжет про то, что какие молодцы там в правительстве. Мне кажется, если посмотреть БГТРК, то, как правило... Это формат там данного телевидения. Но это не про то, какие молодцы, как мы вас любим. Хорошо. Причем я настаиваю на таком формате, ребята. И глава, как настаивает, ему не нравится это. Разговор должен быть предметным. В сюжетах должна быть предметность. Я вам мало того скажу. Я просто пример, как мне сказать еще. Если раньше, когда выезжали СМИ в районы, да, при Наговицыне. При Наговицыне, до моего прихода, так скажем, сюда, выезжали, да, и снимали камерами. Вот куда ни пойдет, все, камеры снимают. В конечном итоге я говорю: ребята, зачем это? Да? Это неэффективно. В конечном итоге глава уже сказал: что они все время ходят за мной? А сейчас разве иначе? Сейчас по-другому все. Сейчас мы выезжаем, да, снимаем все. Вы это, в смысле, что вы сами? Мы, журналисты, едем в одном большом автобусе. Да. То есть мы выезжаем на опережение, мы снимаем людей, берем у них интервью, прям конкретно все это делаем. Все. Пропускаем какие-то точки, на какие-то приезжаем, где глава есть, снимаем их. То есть, условно, из 10 точек, там, где глава присутствует, там 2 точки может снимать. Но моя установка, да, снимать людей, снимать проблему. Ясно. Это в целом в Оконцове все пишут по тем пресс-релизам, которые вы им даете, и все остальное. Но есть же такое дело, мне кажется, всегда так было, что, вы сами за них накатали, всю работу сделали. Хорошо. Подождите. Вот в чем заключается вопрос? То, что система такая и власть такая, да я с вами полностью согласен. Вот полностью. Все, что, в принципе, вы говорите, да? Вот. Другой вопрос — менять. Я стараюсь менять.
Мне не нравится вот это. Я меняю. Не просто там говорю, мне не нравится. Я иду, у меня есть возможность, да, в отличие от вас. У меня есть возможность. Да. Я беру и меняю. Вот сейчас это меняю. Сейчас буду менять другие вопросы. Надеюсь, они будут заметны, как мы поменяем. То, что я с вами согласен во всем. Я не пришел сюда тут защищать власть и говорить это. А я не осуждаю Алексея вас. Да, я не ругаю. Просто я в такой позиции какой-то оправдывающейся. Да, правильно, это не так. Вы сами начали оправдываться. Чтобы не было, вот я начинаю оправдываться, да. Не было контракта, да, слава богу, чтобы не было контракта. Другой вопрос, что там есть не все так, как нет такого слишком все черного, как вам кажется, может быть. Не, мне не кажется. У меня, наоборот, довольно лояльное отношение ко всем. Вот, поэтому я согласен со всем этим. Главное там менять. Хорошо. Я пока готовился, нашел 2 статьи про вас нелицеприятные. Одна называется «Кто играет фишкой?», а вторая называется «Алексей Фишев. Человек-функция». Вы читали их? Человек-функция это кто? Это чья? Чья статья? Да, это Татьяна Никитина, да? Возможно. Да, я с ней согласен, в принципе, был. Насчет этой статьи? Да, она, в принципе, вскрыла во мне внутренние противоречия. Это было вот буквально несколько месяцев, как я пришел только. А «Кто играет фишкой»? Не читали? Да, это была троллевская война, там же анонимы. Короче, началась там заваруха, и, соответственно, что надо делать? Бить по ближнему кругу. Все. Что за заваруха, Алексей? Что за заваруха? Между кем и кем? Да что за троллевская война? Да бесправно, у вас пошла такая пьянка, рассказывайте. Нормально, да. Может, зачем? Я же буду про других людей говорить. Ну, типа, война между какими-то кланами пошла? Или между кем? Ну да. Типа мэрские и Среденовские сцепились. Один клан решил, что надо начать войну. Голковский клан? Да сами решайте. Надо начать войну, а что в первую очередь? Ну, по сценарию, да, надо бить по ближнему кругу. Все, вот, все. Окей. Все, и показать уязвимость, да, человека, ну, в смысле, не меня уже, да. И вот они начали эту серию вот этих вот. Ну, там просто надо было набраться терпения. Да, авторов знаете, кто пишет? Да, конечно. Так, и что, типа... Они не скрывали. Там не было подписи, кстати, в этой статье. Ну, я-то знал, и мне предъявили уже, что это будет. Все. И что, у вас не было желания там позвонить и вопрос решить? Так чисто по-пацански, по-мужски? Более того, раз пошла такая тема, я стал за этого человека молиться каждое утро. Потому что есть такое духовное правило, да? Да. Каждый человек, он дитя Божье, и душа у него светлая. А все, что он нажил, это грехи. И я за его душу молился. Вы из тех, кто, если по щеке ударит, вторую подставит? Сейчас да. Есть какой-нибудь поступок, за который вы физически человека готовы наказать? Физически? Наверное, есть. За что вы ударите человека? Ну, когда это не будет касаться меня, не знаю, детей. Ну, типа, если ваших близких детей, что-то сделают. Ну, там я уже не смогу сдержаться, наверное. Окей. Это такая тема, мне кажется, у каждого мужика. Это слабая сторона каждого мужчины. Близкие. Дети, жена, родители. Знаете, что будет, если в поисковике вбить Алексей Фишев ОМД? Угол. Угол. Наверное. Что про угла думаете? Ну, это целая история, я про нее рассказывал, мы с ним знакомы. Были? Были, да. Нас познакомили, когда я приехал сюда. В каком году? Ну, где-то 99-й. 99-й. Я в 98-м приехал, ну, где-то так вот в этом. Я просто хотел узнать. Да, мы с ним познакомились, выяснили корни, его корни с Владика идут, с Владивостока. У меня там легенда есть, что с Франции, Фише. Вот. И я когда ему рассказал про свою легенду, он очень обрадовался этому, тоже стал считать себя французом. Понятно. И мы с ним пересекались, он своего рода был человек, в своей маргинальности такой существовал, да, в своей субкультуре. Пили вместе? Нет, не пили. Нет, вот это не было. То есть, если он заходил в молодежку, то обязательно вызывали меня, чтобы, так скажем, и он при виде меня угол все время, что? Успокаивался. Окей. Вот. Но это так. Я понимаю, что все это было некий такой эпатаж, но
про него... В смысле, когда он там хулиганил, то приходил Алексей Фишев, младший, и Да. старший успокаивался. Да. Окей, Это так окей. оно и было. Потом Как он там хулиганить мог, например? Ой, буйно. Типа там заходить, яйца там. показывал задницей? или что? Ну, я этого не видел. Ну, буйно. Так. Ну, было заметно, что человек заходит. Ясно. Как бы все это видели и знали, так скажем. Вот, потом у нас история была другая, там еще, я же на Пульс Радио пришел и стал читать, новости. Да, я помню, я офигел, когда услышал, что там какой-то Да. Алексей Фишев появился. Серьезно, таким голосом, все думали, что он, все. Что это угол читает? Да. И он несколько лет терпел, потом меня вызывает, говорит, бери псевдоним. Я здесь родился, я Алексей Фишев, бери псевдоним. Я говорю, ты же панк, тебе же вообще, все равно должно быть. А он это говорит, нет, не все равно. Все. Я договорился, я беру псевдоним. И вот мы с ним встретились, он на следующий день улетел в Питер, и там... Это 2003 год был, да? Он умер, да. Окей. Я псевдоним уже, я потом только в эфире объяснял. Какой псевдоним был? А? Псевдоним Я не успел взять, он не умер. успел. Он буквально, вот мы с ним встретились, через день он умер. И я в эфире рассказывал, что я не Алексей Фишев, а он Алексей Фишев. А кто-то не понял, и люди, которые через 10 меня видели, они чуть в обморок не падали, что я жив. Они думали, что это я. Окей. Те, кто не знали его. Сами когда постоянно на сцене были? В профессиональном плане? Ну, молодежки, наверное, года 2 спектакля играл. Что за спектакль был? «Времена года» играл у этого приказчика. Ясно. Как актера, самое высшее ваше достижение это что? Ну, там, где я больше погружался и где больше работал с точки зрения внутреннего процесса, это «Три сестры» Вершинин. Окей. Вы в армии служили долго? 10 лет, да. 10 лет. Счастливое время для вас было? Нет. Почему? Находился не на своем месте. Тяжко было? Морально, да, то есть я такой белой вороной был в армии. Физически доводилось людей наказывать? Был такой момент. За что, Алексей? Ну, нет, наказывать как? Стоять за себя. Оставить за себя? Да. Ну, и был такой небольшой... Один раз слабину дал, когда физически, да. Подчиненного наказал. Да. Но это было в большей степени проявление моей гордыни. А сами получали? Ну да. За что? Было. Ну, это вот в основном в Суворовском училище, там такое становление было мужское. 91 год, в армию там никто особо не шел. И в основном это детдомовцы были, ребята такие прожженные жизнью. Вот. И я тогда такой мальчик-одуванчик. Стихи пишу. Просто по беспределу у вас? Ну да, ну естественно, и там где-то первый месяц там вообще был ужас, что, а потом уже пришлось, В смысле, вы крепили жестко в первый месяц? Ну да, там это крепко доставалось, а надо потом было выживать как-то, и я там уже начинал брать парты, я понимаю. кидать в кровь там. Согласны, что сложно назвать настоящим мужчиной человека, который не служил? Ну, я бы так не согласился, потому что иногда обстоятельства в жизни бывают гораздо сильнее, чем в армии. Но армия дает, она стержень и силу дает. А некоторых ломает армия, кстати. Хорошо. Бывает и такое. Я не согласен с этим. Окей. Я правильно понимаю, что вы себя относите к какому-то религиозному культу или конфессии? Ну да, православный. Православную. Что понимаете под Богом? Под Богом. Мне сложно сказать. Я не знаю, то, что везде. То, что везде. Везде. Окружающая нас реальность. Все, он везде, да. Есть такой пример, я в телеканале «Спас» смотрел. Вы смотрите «Спас»? Да, разговор с атеистом. Кто был атеист? Там было 2 ученых, один из них был священник, стал священником. Оба биологи, тот, кто не священник, морфолог, как он говорил, вижу, верю, да. И он говорит, где ваша душа, покажите мне там, товарищи, да. А ему ученый-священник отвечает, что, говорит, разбери компьютер до винтика, да, до микросхем, ты увидишь там программу, и увидишь тем более программиста. Для меня это как-то очень убедительно звучало. Я понимаю. Какие плюсы от того, чтобы быть православным? Работа над собой. Это. Ты избегаешь многих ошибок, которые сам же, генерируешь, мы все сами генерируем ошибки. Я понимаю. Мы все виноваты в том, что у нас есть. Согласны с тем, что Россия — это богоизбранные слова? Или, как поется в гимне, хранимая Богом родная земля? Я в эти сферы не лезу. Я как бы в эту форму, там, содержание. Но для вас Россия богоизбранная страна? Я не заморачиваюсь этим.
Ну, в смысле, богоизм, не эгоизм. Ну да или нет? Вот для меня нет. Тут нет да и нет. Ну, в смысле, если я говорю нет, да, то значит не богоизбранное. Я к этой терминологии я вообще никак не отношусь. Ну, Хорошо. А дьявол существует, Алексей? да. А что это такое? Ну, если так пытаться объяснить, это негативная энергия, как минимум. Но она не является частью Бога? А это все идет рядом. Ну, то есть это тоже Бог? Нет, не Бог. Но ведь вы сказали, что Бог везде нас. Вокруг нас, везде вокруг нас. Получается, что тогда есть Я не какая-то готов, узкая видите, я не настолько, я не богослов. Хорошо. Я читаю книги, все, но я не готов вот сейчас в такой некий спор. Я слаб в этом. Хорошо, У меня хорошо. есть вера. Вот, Без проблем, без проблем. Вы молитесь? каждое утро, вечер, да. Какие-то классические, типа «Отче наш» или по-своему как-то? Ну, «Отче наш», символ веры, Богородицу. 3 молитвы. Ну, больше, и плюс там есть еще другие молитвы. И утром и святые. вечером молитесь? Утром, вечером. каждый Сразу после пробуждения еще в постели? Ну, я встаю перед... Иконой? Да, иконой. И вечером также перед сном? Да. А домашние ваши эту процедуру делают? Домашний так, чтобы вот прямо вот перед иконой. Стабильно нет, но у меня жена, она крестилась ради меня. Что значит ради вас? То есть она сама бы не покрестилась бы, если бы не... Она буддийская была. Она буддийская была. Но теперь приняла православную веру. Да, и она меня спасла этим. От буддизма отреклась? Ну, я не знаю, что такое отреклась. Ну, оставила эти убеждения в прошлом. Да там они, убеждения-то все очень похожие. Философия Хорошо. тоже. Что вы имели в виду, когда сказали, что спасла вас этим? В противном случае... Ну, там были такие моменты, когда опять же, было много вопросов, но не было ответов. У каждого в жизни такой момент может наступить. И я начал получать ответы там. Ну, типа, я не понимаю, как она могла спасти вас тем, что приняла православие. Привела меня в церковь, будучи буддистской. А типа, вы вы благодаря ей стали православной? Ну, я крещенный, это с младенчества, Угу. но в церковь я не посещал. Ясно, ясно. Буквально пару вопросов еще. Только здесь уже по чиновничьи не отвечайте, пожалуйста. Ты что, опять что ли почему? Потому что я буду или-или. Ну, пару моментов у вас опять чиновничья вылезала штука. Аригус или АТВ? Аригус. Почему? Ну, это я проработал столько-то. Галков или Айдаев? Айдаев. Почему? Ну, я отвечал на этот вопрос. Но в нем больше объективности. Когда последний раз ели доширак? Так, когда я ел доширак, я специально купил его. Ну, где-то, наверное, полгода назад. Я так соскучился по вкусу доширака, я его купил и съел, и получил наслаждение. Хорошо. Выпить с Левантуевым или выпить с Цыденовым? Выпить с Левантуевым, Цыденов не пьют. С Левантуевым, стало быть. Да. Но я тоже не пью, я не знаю, как пить. Хорошо. Почему вы не знаете, как пить? Ну, в смысле, как я с ним буду выпить, если я не пью? Окей. Россия без Путина или Бурятия без Цыденова? Россия с Путиным, Бурятия с Цыденовым. Я не знаю, что тут ответить. Окей, хорошо. Сколько бы вы хотели прожить лет, Алексей? И от чего умереть? Я бы хотел прожить ровно столько, чтобы помочь своим детям, встать на ноги, все. Дальше меня не интересует. Ну, я думаю, вы за следующие 10 лет вполне сможете справиться с этим делом. Ну, не факт. Не факт. А от чего хотели бы умереть, Алексей? От чего умереть? Угу. Ну, если смерть бывает долгая, да, смерть бывает быстрая, и долгое — это испытание. Если необходимо пройти через это испытание, то, значит, так надо. Ну, не мне выбирать. Ну, вы бы между раком и автомобильной катастрофой что бы выбрали бы? Я бы выбрал автомобильную катастрофу, чтобы родные не мучились со мной. Хорошо. Если бы мы Цыденова позвали сюда, вы бы стали его отговаривать, чтобы он сюда пришел? Я бы нет, не стал. Ясно. А он пришел бы, если бы мы его позвали? Да. Пришел бы. Но надо понимать, когда, в каких обстоятельствах и так далее. Ну, вы имеете в виду сроки и все такое? Да. Понятно. Хорошо. Спасибо, Алексей. Пожалуйста. Опыт для меня. Потому как действительно, в любом случае, я тоже кожаный, я, видишь, слабину даю тоже. Я с Цыденовым разговаривал. Не работаешь, да? Все, вот после этого хлопка ничего не работает. Да.